Человеческая мудрость гласит, только та страна, в которой люди помнят в своем прошлом, достойна будущего. При обращении к истории своей малой родины является темой актуальной и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста, особенно для молодежи. Изучение истории всегда привлекало мое внимание проблеме сохранения исторической памяти моего родного края. На этом видео я хочу рассказать вам о темных тайнах Кимпиндяйского сользавода времен Великой Отечественной войны. Численность населения на 1 декабря 1942 году работников сользавода было 717 человек. С 1942 года директором был назначен Камынин Георгий Иванович. В кратчайшие сроки к 1 июня 1942 года обязанности обеспечить Кимпиндяйский сользавод более 20 варницами разных типов. Варницы были стационарные и облегченного типа. Общая площадь варниц составляла 80 квадратных метров. В то время работали на 4-5 варницах. Варницы были изготовлены из железных листов площадью 8-10 квадратных метров в форме котла. Если огонь уменьшится, замедлится посадка соли. Рассол заливали в котел с помощью мотора. По плану в одну смену добывали 4 тонн соли. Кочегары топили в смену по 12 кубических метров дров. Варница работала без остановки. Еда составляла из 800 граммов хлеба. Времена были трудные. В 1942 году все колхозы Сунтарского района помогли в перевозке соли грузовым транспортом, выделяя рабочих и лошадей. Норма лошадей и количество рабочих с каждого колхоза для перевозки грузов определялись по плану контракции лошадей. Для вывозки дров и деловой древесины и перевоза сена использовались также 150 лошадей и 50 подвод из Нурбинского района. Большое внимание обращалось на заготовку и вывозку дров. Только в первой половине 1942 года планировалось заготовить и вывезти 17 тысяч кубометров дров и 11 тысяч кубометров деловой древесины. На заготовке дров работали наемные работники. Вербовались постоянные и сезонные рабочие из колхозов. Добыча соли прибывало много рабочих со своими семьями. В декабре 1942 года число рабочих было 75 человек. План 1942 года по выработке соли не был выполнен по многим причинам. Для оказания помощи из Вилюйска перегнали летом 1943 года на барже по реке Вилюй колонию номер 8. По прибытию в колонию первым делом каждый заключенный должен был вырыть самому себе могильную яму. Вначале заключенные, это 150 человек, работали на погрузке соли на баржу в Густе. Затем в Кимпиндяй заключенные на местностях Тоголох и Атбастах построили бараки, жили там. Начальником колонии был Бурлов Василий Васильевич, немец, жестокий руководитель. Таким образом, рабочие колхоза вспоминают про Бурлова. Арас Караджалага жабахан колонияга сылжар жоннору көрсөр этем. Кайы начальнигы немес кихи Брунов коппут жону ытынан туттаран агалан өлөртүр ден кепсиллер эте.
Вначале заключенные, это 150 человек, работали на погрузке соли на баржу в Устье. Затем в Кимпендяе заключенные на местностях Тагалах и Атбас. Колония номер 8 состояла из так называемой запретной зоны подвала, мужских и женских бараков, санчасти, кухни, дежурного, ворот, а в самом центре ЛРД, то есть из помещения для умирающих. Все было организовано таким образом, чтобы заключенные помнили, никто с ними не церемониться не будет. Главной ценностью были не люди, от них легко избавлялись, их без сожаления заменяли. Главной ценностью была соль.